Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилля, альхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Продолжаем уроки дуа. И у нас не завершилась тема, мы не успели завершить тему. Какая у нас была тема прошлого урока? У кого дуа принимается? То есть люди, у которых дуа, иншаллах, по милости Аллаха принимается. И мы с вами привели несколько хадисов, которые указывают, что дуа принимается у родителей, то есть родители, которые делают дуа за своих детей, потому что родители очень много вкладываются в своих детей, терпят очень много и любят своих детей, поэтому они, когда желают для своих детей что-либо из благого, конечно, у них желание очень сильное, потому что у них любовь, тяга к детям сильная, поэтому когда дуа, мольба исходит из сердца матери, конечно, в этой дуа очень много искренности. Поэтому эта дуа доходит до Всевышнего, и Всевышний непременно принимает дуа матери. Поэтому все это призывает нас проявлять благочестие к нашим родителям и сделать все возможное для того, чтобы, субханаллах, наши родители делали за нас дуа, чтобы обращались к Аллаху только с благими мольбами, и мы должны сделать все, чтобы заработать их дуа. Это первое. Второе, это назидание для родителей. Если Аллах дал такую возможность, что Он принимает дуа родителей за своих детей, то этим надо пользоваться. И поэтому те, у кого есть дети, и те, у кого есть внуки, а разницы нет, дети, внуки, это все твое, мать, бабушка, это твои родители. Поэтому нужно пользоваться этим, и всегда при любой возможности нужно делать дуа за себя, за своих родителей, бабушек, дедушек, и за своих детей, за свое потомство. И можно делать дуа на примере Ибрахима, алейхиссалям, за тех потомков, которых еще нет. Потому что есть, иншаллах, если Аллах даст, если Аллах пожелает, иншаллах, будут у нас, может быть, те внуки, правнуки, которых мы не увидим даже, так ведь? Но и до них, иншаллах, дойдут наши дуа, поэтому нельзя ни в коем случае лишать наших детей этого, и поэтому нужно всегда делать дуа за наших детей. У Ибрахима, алейхиссаляма, еще не было детей, но он уже просил у Аллаха праведное потомство. Он делал дуа. Он сделал дуа за Мекку. И сколько прошло 1000 лет, и, альхамдулилля, через именно эту причину Аллах Тааля до сих пор дает баракат землям Мекки и Медина. Мы знаем, пророк, алейхиссаляту вассалям, когда переселился в Медину, он сделал дуа за Медину, за жителей Медины, и до сих пор мы видим там очень много бараката. Поэтому нужно делать дуа. И второе, это уже очень такой страшный, действительно, момент дуа угнетенного, дуа обиженного. Когда кто-либо обижает кого-либо не по праву, отбирают у него что-либо, его касающееся его жизни, его чести, достоинства, потому что все это харам. Так ведь, если он попросит что-либо против того, кто обидел его, Аллах непременно примет это дуа. И ученые говорят, независимо от того, что он мусульманин или не мусульманин. Поэтому нельзя нам, верующим, обижать, угнетать права как мусульман, так и не мусульман. И даже если иногда нам кажется, то есть тот, кого мы обижаем, я уже говорю мы, да, потому что мы на себя должны все брать. Если человек кого-либо обижает,
и думает, что он не сможет там дать сдачу, у него там за ним никого нет. Мусульманин, который уверовал в Аллаха и уверовал в пророка, в его сунну, саллаллаху алейхи вассалям, он должен не забывать этот хадис. За обиженным, за угнетенным, мазлюмом сам Аллах. И Он защищает его права, и Он принимает его дуа. И очень много людей, они лишаются благополучия, счастья в этой жизни, удела, спокойствия, только за то, что они где-то кого-то обидели или обижают. И поэтому это большая причина многих бед, многих страданий людей. И ладно, если только в этой жизни. А еще в последующей жизни, в судный день, мы знаем, когда рабы предстанут перед Аллахом, когда они, альхамдулилля, увидят свои благодеяния, которые ангелы поставят на чашу весов его благодеяний, придут люди и обратятся к Аллаху и скажут: «О Аллах, он сплетничал обо мне». То есть он обидел мою честь, он затронул мою честь. «О Аллах, дай мне мое право, верни мне мое право». И тогда Аллах, Он справедливый, заберет сколько-то благих дел, сколько-то намазов, может быть постов, может быть хаджев и других благодеяний, и отдаст этому обиженному, и он, альхамдулилля, обрадуется, и у него никаких не будет обид, и он уйдет. И потом придет другой, третий, четвертый, жена придет, дети придут, у кого-то родители придут, у кого-то соседи придут, у кого-то совсем незнакомые люди придут, которого он где-то обидел, может быть, где-то на дороге, дорогу ему не уступил, или там что-то плохое для него сделал. В судный день все это встанет, все это найдется, и Аллах обязательно порадует этих униженных, обиженных, угнетенных людей, лишая тебя твоих благодеяний. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, назвал этих людей муфлисом. То есть муфлис — это тот, который все потеряет в судный день. В судный день, когда он уже не сможет приобрести. Когда люди здесь оказываются банкротами. Кто-то бизнесом занимался 10-20 лет, и он потерял. Кризис пришел, другие причины, он потерял. Но у него еще есть шанс, что? Исправить все. Подняться там, как мы говорим, с нуля, еще что-то построить, да? А в судный день, вот он банкрот, истинный банкрот. Когда у него уже нет возможности вернуть, компенсировать эти намазы, этот хадж, который он только что отдал жене или там соседке, соседю, да? Поэтому вот это есть истинный банкрот. Поэтому бойтесь, остерегайтесь мольбы обиженного, угнетенного мазлюма, потому что нет преграды между его мольбой и Всевышним Аллахом. Дальше у нас в хадисе да'ватуль мусафир, мольба путника была, но мы с вами мольбу путника уже проходили, поэтому повторять не будем. Да? И мольба да'ватус саим, мольба того, кто постится. Потому что во время поста, мы уже это с вами прошли, во время поста Аллах, когда человек, субханаллах, оставляет все ради Аллаха, еду, питье, когда у него здесь все высохло, да, нету во рту, все пересохло, альхамдулилля, эти дуа ценные. И не только дуа, даже запах, который исходит изо рта постящегося, он лучше перед Аллахом, чем запах миска. Поэтому Аллах принимает дуа мусафира, и тоже углубляться не будем, потому что мы уже это прошли. И дальше у нас была мольба одного мусульманина за другого. Прошли это, нет? Нет еще, да? Альхамдулилля, кто-то помнит, что мы проходили на том уроке, потому что очень часто, когда спрашиваешь, а что мы прошли на том уроке, урок был интересный, все говорят: ой, машаллах, такой интересный урок был. А что же мы прошли, когда переспрашиваешь, он говорит: ой, машаллах, такой интересный урок был. Третий раз спрашиваешь: а что же мы прошли? Да? Машаллах, там вот такие хорошие насихаты были, а так и не может назвать. Поэтому это наша проблема. Мольба, следующий момент. То есть у кого принимается дуа? Мусульманин,
который обращается к Аллаху и просит не только за себя, а просит за своего брата, за свою сестру, за его спиной, когда тот не видит. Потому что я могу сейчас за кого-то сделать дуа, попросить, но здесь не будет той искренности, которая бывает за спиной брата. То есть вот здесь именно не должно быть показухи. Это не должно быть, что вот, о, машаллах, мой брат за меня дуа делает, какой он хороший, он начинает меня любить. Нет, я должен делать дуа за брата, когда его нет. Во время тахаджута, ночных молитв, во время намаза, в то время, когда его рядом нет, чтобы он не знал даже, что я за него, машаллах, дуа делаю. И вот это дуа Аллах Тааля принимает. И Умму Дарда, это сподвижница пророка, алейхиссаляту вассалям, как-то раз спросила другого сподвижника, которого звали Софуан, радийаллаху анху. Она подошла к нему и спросила: в этом году ты намереваешься совершить хадж, паломничество? На что Софуан ответил: да, иншаллах, в этом году я поеду совершать хадж. Тогда Умму Дарда попросила у него: не забудь, когда будешь совершать хадж, и за нас попросить у Аллаха благо как мирской жизни, так и последующей. Потому что я слышала, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда мусульманин просит за своего брата, за его спиной, когда тот не знает об этом, не слышит, что-либо благое, то его дуа называется мустаджаб. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мустаджаб. Его дуа, несомненно, принимается. Когда мусульманин просит за своего брата, за его спиной, что-либо благое, его дуа принимается. Аля расихи малакун муаккаль, и над его головой специальный ангел, которого Аллах отправляет к нему, который говорит амин. Амин. То есть ты делаешь дуа, а рядом ангел отвечает твоему дуа амин. Валяка бимисль. И тебе тоже благо. И тебе тоже благо. То есть ангел начинает просить то же, что ты просишь, тоже за тебя, а для тебя то, что ты просишь для своего брата. Этот хадис в сборнике имама Муслима. И также этот хадис приводит для нас, передает муж Умму Дарда, Абу Дарда, радийаллаху анху, который также слышал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какой бы мусульманин не попросил за другого мусульманина, за своего брата, за его спиной, когда его нет, тогда ангел скажет: и тебе тоже благо. То есть, если один мусульманин просит крепкой верой за другого мусульманина, то ангел просит, чтобы Аллах одарил тебя, его, то есть крепкой верой. Если один мусульманин ищет там праведную жену, машаллах, не может найти, да, но он знает, что другой брат тоже ищет. И если во время дуа он не только за себя себе будет просить праведную жену, да, потому что он может подумать: если я сейчас за брата еще попрошу, там мне может не остаться, да? Нет. Альхамдулилля, Аллах милостивый, да, сестер много, но Аллах их отправляет к нам. Поэтому, если он, когда за себя попросит и за своего брата попросит, не забудет про него, тогда он должен знать, что ангел, иншаллах, примет его дуа, которую он просил за своего брата, и, иншаллах, ангел попросит у Аллаха для него праведную жену. Поэтому, если хотите, чтобы ангелы за вас дуа делали, машаллах, просите дуа за своих братьев. Вот это то, что укрепляет нас, наши ряды. И Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, в своей книге, у него есть книга такая хорошая, «Благодатный дождь», Вабиль ас-Саиб, говорит, когда мусульмане за спинами друг у друга не сплетничают, а делают дуа,
Аллах вселит любовь и уважение в сердце мусульманина по отношению к тому, кто делает за него дуа. Если один брат Абдулла, будет всегда делать дуа за брата Масуда или Рустама, Аллах так пожелает, что Аллах по милости внушит, одарит сердце этого брата, за которого дуа делает его брат, любовь и уважение по отношению к тому брату, который за него дуа делает. Это слова Ибн Аль-Каима. Поэтому эта дуа, это вот такие невидимые нити, которых нельзя потрогать, почувствовать, да, в физической жизни, материальной жизни. Это такие невидимые нити, которые, машаллах, объединяют нас. Поэтому мусульмане всегда должны делать дуа. И не надо ограничиваться там, Нижнекамском, Татарстаном, Россией, весь мир. За весь мир надо дуа делать. И не только за сегодняшний день, за вчерашний день. Можете делать: о Аллах, с Адом, алейхиссалям, до сегодняшнего дня сколько мусульман жили на этой земле, прости им грехи. Поэтому это милость Аллаха. И последнее, нет, еще не последнее. Мольба того, кто пробуждается от сна ночью и взывает к Аллаху. Убада ибн Самит, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман та'арра минал лейли», кто проснется ночью и скажет: «Ла иляха илляллах», нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «Вахдаху», и он един, он один, «Ла шарика лах», и нет у него сотоварища, «Лахуль мульку ва лахуль хамд», и вся власть, все царствие принадлежит ему, и вся хвала принадлежит ему, «Ва хуа аля кулли шайин кадир», и он над всякой вещью мощен, «Вальхамду лиллах», и хвала, благодарение Аллаху, «Ва субханаллах», и пречист Аллах от всех недостатков, «Валя иляха илляллах», и нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «Валлаху акбар», и Аллах велик, «Ла хауля валя хауля валя кувата илля билля», и нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, «Thumma qala», и после этого скажет: «Аллаху магфирли», о Аллах, прости меня, «Ауда'a», или же просто попросит у Аллаха что-либо, Аллах ответит ему. Аллах ответит ему. То есть Аллах не оставит его. Здесь первый истигфар, просьба о прощении, мольбу о прощении, или же его дуа не оставит без ответа. «Фаин тавадда'a кубилят салатуху». Если он возьмет омовение и совершит намаз, Аллах примет его намаз. Вот это хадис, который передает нам Убада ибн Самит, который слышал от пророка, алейхиссаляту вассалям. Также другой хадис от Муаз ибн Джабаля, где пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: когда мусульманин совершает омовение, тахарат, поминает Аллаха и ложится спать, поминает Аллаха, есть специальный дуа перед сном, так ведь, которым призвал наш пророк, алейхиссаляту вассалям, ложится спать и потом ночью просыпается и просит у Аллаха благ мирской жизни и вечной жизни, Аллах не оставит его без ответа. Этот хадис в сборнике Абу Дауда и имама Ахмада. Поэтому это наши ночные мольбы, но про это мы с вами говорили, про третью часть ночи, так ведь? И последнее, мольба в трудном положении, то есть мольба человека, который оказался в беде, который оказался в очень тяжелом положении. Все мы знаем, что обычно, когда кого-либо из нас постигает беда, трудность, и когда человек не может найти самостоятельно выход, он обычно вспоминает кого? Каким бы он грешником ни был. Даже многобожники, в Коране говорится, Аллах говорит, что даже многобожники, которые поклоняются иным божествам, кроме Аллаха, когда им очень тяжело,
когда они понимают, что эти какие-то изваяния, изображения, какие-то святые духи, лики, они не могут ему, не в состоянии ему помочь, они возвращаются к кому? Они возвращаются к Аллаху. Вот эта пелена, вот это покрывало, которые закрывают его иман, его единобожие, они все они уходят, исчезают, и он возвращается к Аллаху. Поэтому, когда человека постигает беда, искренность его сердца увеличивается. И стремление, потому что, когда он просит, он будет просить очень искренне, и он будет просить очень настойчиво, потому что он в беде. Потому что ему нужно что? Ему нужно спастись. Вот если у человека не такое большое стремление, ему что-то нужно, да, но не очень, как он будет просить у Аллаха? Настойчиво или нет? Нет. Потому что он может и без этого обойтись. Но когда его жизнь зависит именно от этого, или он сейчас умрет, или он потеряет кого-то, или же Аллах поможет ему, тогда вот, да, он будет просить очень искренне и очень настойчиво. И чем больше искренности во время дуа, мы знаем, тем Аллах быстрее принимает это дуа. Поэтому Всевышний Аллах берет на себя помощь тем рабам, которые оказываются в бедственном положении. И поэтому сурат Ан-Намль, муравей, в 62-м аяте Аллах сказал: «Амма юджибуль муддарра иза дааху ва якшифу су». Кто же отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к нему, то есть к Аллаху, и устраняет от него зло? Кто, кроме Аллаха? Именно Аллах. Поэтому Всевышний отвечает на мольбы тех, которые оказываются в бедственном положении. И имам Аль-Куртуби дает такое разъяснение, тафсир этому аяту Всевышнего Аллаха и говорит: Всевышний Аллах берет на себя принять мольбу, ответить на мольбу того, который оказывается в очень трудном положении. И причина в следующем: когда у человека нет другого выхода, и никто не может, и он понимает, что никто ему не может помочь, и он ни своим опытом, знанием, силами, там, может быть, физической подготовкой, терпением, он не может найти выход, искренность его поднимается. То есть уровень его искренности поднимается, и сердце его оставляет все, кроме Аллаха. То есть, когда вот в этот момент, когда ему очень тяжело, его сердце понимает, что никто не может ему помочь. Ни его братья, ни его сестры, ни его родители, ни его дети, ни его деньги, ни его власть, ни его терпение, ни его физическая подготовка. Ничто не может помочь. И вот в этот момент сердце очищается. А что такое очищение? Это искренность. Когда в твоем сердце только Аллах. И имам Аль-Куртуби говорит, почему Аллах принимает дуа этого человека? Потому что его сердце, оно чистое от всего, кроме Аллаха. Только Аллах там. Поэтому Аллах принимает его дуа. И это показывает ценность искренности перед Аллахом. Вот как Аллах ценит искренность. И даже если этот человек не мусульманин, даже если не мусульманин, даже если этот человек может быть не такой праведный, может быть он грешник, но когда дуа исходит искренне от сердца, Аллах принимает дуа. Это разъяснение, тафсир имама Аль-Куртуби. Поэтому вот это несколько людей и несколько моментов еще на том уроке мы с вами проходили, когда Аллах принимает дуа, у кого Аллах принимает дуа. Поэтому если мы окажемся в таком положении, тут же не только бедственные положения, так ведь брат за брата дуа можно делать, путник, саим, постящийся, родители делают дуа, поэтому этим надо, иншаллах, пользоваться. И следующая наша тема, это
ахаммиятуль истигфар, то есть важность истигфара во время мольбы, во время дуа. Что такое истигфар? Истигфар – это когда раб, понимая, что он грешный, он просит прощения у Аллаха за свои грехи. И вот это очень важно во время наших дуа. Прежде чем поднять руки и начать просить что-либо у Создателя: «О Аллах, дай мне это, дай мне то», раб, человек, должен признать прежде всего свою беспомощность перед Ним, свою нищету перед Ним, слабость перед Ним. И он должен вспомнить свои грехи и недостатки. Когда мы просим у Аллаха, а ведь мы просим у Аллаха так, как будто мы Его видим, как будто Он перед нами, так ведь? Мы просим, мы должны просить так, что вот Аллах перед нами, мы просим у Него, но за нами наши грехи, за нами наши хвосты, наши прегрешения. Очень много у нас грехов, которые касаются намаза, которые касаются наших богобоязненности. В сердце у нас очень много болезней. Глазами мы совершаем очень много грехов, ушами, языком. У нас очень много грехов, у нас очень много недостатков. И пока мы не поймем это, наши дуа не будут иметь ценности. Поэтому вот всего этого можно добиться только через понимание, осознание того, что твоя вера, твой иман, он не подобен иману Джибрииля, алейхиссалям. Твоя вера не может сравниться с иманом Микаиля или же ангела смерти. Нет, твоя вера очень слаба, и у тебя очень много грехов перед Ним. И мы с вами знаем и понимаем, что грех, который совершает человек, именно этот грех является чем? Вот этим железобетонным забором, вот этой преградой для милости Всевышнего Аллаха. И этот грех лишает человека его ризка, его пропитания, его удела, его баракета в жизни. И именно по причине наших грехов многие наши дуа, многие наши мольбы, они остаются без ответа. Аллах может их принять. Аллах может нам дать то, что мы просим, но Он не дает нам и не отвечает наши дуа не потому, что Он их не слышит. Аллах слышит все, субханаллах. Если сегодня 7 миллиардов или даже больше людей, если сегодня 7 миллиардов людей поднимут 14 миллиардов своих рук и на 1000 языках своими словами, если они будут говорить Аллаху что-либо, Аллах услышит всех. Аллах слышит всех. Но Аллах оставляет наши мольбы без ответа из-за наших прегрешений, из-за наших грехов. И признание рабом своих прегрешений, когда раб признает свои грехи, возвращается к Нему со смирением. Не вот так, а вот так. Со смирением, да? Когда он искренне кается перед Ним, то есть делает таубе и спрашивает у Него прощения, это и есть, иншаллах, причина того, что наши мольбы вновь будут приниматься, и мы добьемся желаемого, иншаллах, результата. Поэтому ученые сказали, если на пути твоей мольбы, дуа, лежат грехи, ответ не дойдет до тебя. Ответ на твои дуа не дойдет до тебя. Поэтому еще в прошлых уроках мы с вами читали хадис пророка, алейхиссаляту вассалям, где посланник Аллаха привел в пример, которого мы должны брать урок для себя, извлекать. Пример путника, который весь с колокоченными волосами, весь в пыли, он поднимал руки и повторял «Я Раб, Я Раб, Я Раб». Казалось бы, он создал причиной принятия дуа. Он поднял руки смиренно, ихлас у него был, и
повторял господство Аллаха, я раб, я раб, я раб. Но посланник Аллаха сказал, несмотря на это, матгамуху харам, его пропитание харам. Он питался запретным. Ва машрабуху харам, его питье было запретным. Ва мальбасуху харам, он был одет в запретное. Фагудия бил харам, он был пропитан харамом. Он весь был в хараме. И как Аллах может ему ответить? Поэтому он создал причины, но несмотря на это Аллах не принял его дуа. Почему? Потому что его грехи лежали на его дороге и закрывали ответ, милость его удел. Поэтому милость Аллаха его удел. Поэтому это очень важно. Этот пример мы с вами не просто так привели. Пример, который приводит нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому тот, кто надеется, что Господь примет его мольбу, а я думаю, все те, которые взывают к Аллаху во время намаза, так, помимо намаза, я думаю, у всех у них есть надежда, что Аллах примет его мольбу, что Аллах услышит его обращение. Пусть он начинает с чего? С тауба. Пусть он начинает с покаяния. Пусть он покается от своих грехов. И пусть он расчистит дорогу. Он должен расчищать дорогу. Вот от этих преград к милости Всевышнего и его уделу. А Господь наш, альхамдулилля, Он Аллах. Аллах милостивый. Аллах прощающий. Аль-Гафур. Аллах тот, который прощает. Аль-Гаффар, который много прощает. Все прощает нам. Поэтому нет такого греха, который Аллах не может простить. Нет такой просьбы, которую Аллах не может выполнить. Поэтому, субханаллах, один из праведных предшественников, когда обращался к Аллаху, он говорил такие слова: «О Аллах, я знаю, у меня очень и очень много грехов». Потому что, когда сердце приближается к Аллаху, его глаза открываются все больше и больше. Не те глаза, которые мы с вами, на лбу которые, а те глаза, которые у нас в сердцах. Ученые говорят, что у человека есть 4 глаза. 4 глаза. 2 глаза – это у него на лбу, которыми он видит умуру дунья, то есть мирские дела, мирские вещи. И есть еще глаза, которые у него в сердце. У него в сердце. Вы ни в коем случае не понимаете, как у этих некоторых есть же ученые, там раскрывается 3-й глаз. Я не про это говорю. Я не про это говорю, поэтому не надо заблуждаться. То есть это глаза, которые твоего сердца, которые видят умуруль ахира, то есть ценности вечной жизни. Поэтому чем ближе к Аллаху, тем у тебя больше оказывается грехов. Почему? Потому что ты их начинаешь видеть. А чем дальше от Аллаха, тем ты меньше видишь грехов. Не потому, что у тебя грехов меньше, а потому, что ты не видишь их, у тебя зрение плохое. И вот этот праведный предшественник, который обращался к Аллаху и говорил: «О Аллах, я знаю, я признаю, у меня очень и очень много грехов, за мной много грехов, но я знаю, Твоя милость безгранична. Милость Твоя безгранична, милости у Тебя больше, чем у меня грехов, поэтому прости меня». А другой праведный предшественник, когда обращался к Аллаху, он говорил: «О Аллах, Тебе всегда обращались Твои самые близкие к Тебе, самые праведные Твои рабы». То есть это пророки, другие сахабы, так ведь? Но если Тебе будут обращаться только Твои праведные рабы, а такие рабы, грешные, как я, кому будут обращаться, кроме Тебя? У нас нет никого, кроме Тебя. Поэтому я, несмотря на то, что я грешный, я обращаюсь к Тебе, прости мне мои грехи». И вот так они признавали свои грехи. И пророки, алейхимуссалям, когда приходили к своим народам, они в начале призыва, они призывали свои народы, чтобы они покаялись Аллаху и вернулись к Нему и просили у Него прощения. И они объясняли своим народам, что только через покаяние Аллах ниспошлет на них свою милость. Если они оставят грехи, Аллах
откроет для них врата своей милости, вернет им обильные дожди и одарит их благословенной, иншаллах, пищей, пропитанием, баракатом. И вот несколько примеров. Пророк Нух, алейхиссалям, один из величайших пророков, посланников ислама. Нух, алейхиссалям, призывал свой народ, чтобы они очистились от грехов, чтобы они вернулись к своему Господу и попросили у Него прощения. И он объяснял, что все наши беды и все страдания из-за их грехов. Сурату Нух, 10-12 аяты. Аллах приводит слова Нух, алейхиссалям. «Факульту», и я сказал им, «Истагфиру раббакум», просите у вашего Господа прощения. Истигфар делайте, субханаллах. Просите у вашего Господа прощения, ибо Он, иннаху кана гаффара, ибо Он не просто прощающий, Он всепрощающий. Он прощает все грехи. Субханаллах, люди делают Ему ширк десятилетиями. Аллах говорит им, если вы покаетесь и будете поклоняться только Мне, я прощу вас. Я прощу вас, я прощу вам все ваши грехи. Аллах милостивый. Субханаллах. И тогда, если Он простит вам, юрсили самаа алейкум мидрара, Он ниспошлет на вас с неба обильные дожди. Аллах одарит вас небесными водами. Ваюмдидкум би амвалин ва банин, Он укрепит вас, поддержит вас имуществом. Он даст вам богатство, имущество и детей. Он укрепит вас имуществом и детьми. Ваяджаллакум джаннат. Аллах одарит вас садами. Сады. Это еще что касается мирской жизни. Ваяджаллакум анхара. И создаст для вас реки. Сурату Нух, 10-12 аяты. Вот так Нух, алейхиссалям, призывал людей, чтобы они покаялись. Пророк Худ, алейхиссалям. Худ, алейхиссалям, говорил, «Я кауми, о мой народ, истагфиру раббакум thumma тубу илейх». Просите прощения у вашего Господа и затем покайтесь Ему. «Юрсили самаа алейкум мидрара». Он ниспошлет вам с небес обильные дожди. «Ваязидкум кувватан иля кувватикум». И Он, что? «Язидкум» приумножит вашу силу. То есть Он приумножит, Он даст вам еще больше сил. И поэтому «Валя татавалляу муджримин» и не отворачивайтесь от Него, будучи грешниками. Вот эти были посланники, алейхимуссалям. И удел, благо, пропитание, дары Всевышнего, они безграничны. Но только рабы, к сожалению, вместо того, чтобы уверовать в одного Аллаха, поклоняться Ему одному и, субханаллах, быть благодарными Ему, они начинают проявлять неверие. Они, потакая своему нафсу, своим страстям, они погружаются в величайшие грехи, и этим самым они лишают себя милости Аллаха, который безгранично, субханаллах. А ведь Аллах, Он милостивый. Он ставит нам только два условия. Аллах в Коране ставит два условия, чтобы добиться Его благословения и в жизни, и в семье. То есть человек, который хочет быть счастливым, как в семье, как на работе, и чтобы у него был баракат в том, что он зарабатывает, то, что он приносит себе домой. Аллах ставит, субханаллах, только два условия. Это аль-иман, это вера в Него, и ат-таква, богобоязненность. То есть, когда человек остерегается того, что приводит его к гневу и наказанию Всевышнего Аллаха. И Аллах сам обещает нам баракат тем, кто верует и оставляет греховные. И это в суратуль Аграф, 96 аяте. Аллах сказал, «Валяу анна ахляль кура», если бы жители селений и городов, разницы нет, так ведь? Если бы жители селений аману, уверовали,
ваттакау, и были богобоязненны, Аллах говорит ля фатахна. То есть Он не говорит фатахна, Аллах говорит ля фатахна. Мы бы непременно открыли, непременно, даже не сомневайтесь, мы бы непременно открыли алейхим баракатим минас самаи валь ард, мы бы раскрыли перед ними благодать, баракат, врата бараката с небес и земли. Субханаллах. У Аллаха много богатств. Много богатств. И Он обещает нам, что если бы мы уверовали бы и были богобоязненными, Аллах раскрыл бы для нас врата небес и земли. Валякин. И Аллах говорит, но, к сожалению, кадзабу, они назвали это ложью. Они сочли это ложью, истину они сочли ложью. Валякин кадзабу фаахаднахум бима кану яксибун. И мы схватили их за то, что они приобретали. Суратуль Аграф, Аль-Аграф, запомните, 96-й аят. Дома обязательно откройте и прочитайте этот аят. Этот аят для всех актуален. Для нас, для наших родных, близких, знакомых, незнакомых. Это закон Аллаха. Два условия. Если они выполнятся, Аллах даст баракат и с небес, и земли. Поэтому были времена, по-моему, имам Ибн Каим в книге «Ад-Дава», по-моему, есть на русском эта книга, «Болезни и исцеления», приводит время умаидов, Амауия, Даулят Амауия, да, когда, машаллах, мусульмане жили справедливо, когда они были богобоязненными, после них нашли какой-то клад, какую-то коробку, сундук, что ли, и там нашли маленький мешочек. Когда они открыли этот мешочек, они увидели зерна пшеницы, хлеба. Все мы знаем, да, будай. Вот эти зернышки, они были больше косточек финика. Знаете, как косточки финика? Вот представьте себе, одно пшено, оно больше косточки финика. И там записка была: это урожай времен справедливости. Когда люди были справедливыми, когда они поклонялись Аллаху, когда они благодарили Аллаха. Вот такие были зерна, и невозможно колос представить, каким был колос. А сегодня мы и селитр, и все остальное поливаем, травим, уже насекомые не прилетают в эти поля. И мы хотим компенсировать химией, минералами то, чего Аллах нас лишил. Вот мы такие. Поэтому справедливость, именно когда люди веруют в Аллаха и богобоязненны, вот это возвращает баракат небес и земли. Ну, к сожалению, время исходит. Я еще 5 минут у муаззина попрошу, пользуясь своим социальным положением. Пример такой, машаллах. Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, будучи халифом, когда не было дождя, он собрал народ, и они вышли в пустыню, чтобы попросить у Аллаха дождя. Это называется намаз аль-истисқа, да? Салатуль истисқа. И когда там по сунне есть свои, там хутбы есть, время намаза, и когда пришло время просить, Умар ибн Хаттаб очень много просил у Аллаха. Но он ни одного слова не сказал про дождь. То есть, представьте себе, весь народ, у них не было импортозамещения. Другие не давали им, у них вот все, что у него в огороде, все в поле было, вот он этим жил, этим питался, все. Дождя нет, значит, жизни нет. И вот что? Они вышли за амиром попросить дождя, амир просит, но ни одного слова про дождь. Они завершили намаз, вернулись домой, и Аллах не спаслал им обильный дождь. Такой баракатный дождь. И люди удивились. И они подошли к Умар ибн Хаттабу и спросили: «Я амируль му'минин, о наш халиф, амир, мы слышали, что ты во время дуа
ни одного слова не назвал про дождь. Ты не просил у Аллаха дождь. А как Аллах дал нам дождь? На что Умар ибн Хаттаб сказал? Если я даже не просил у Аллаха дождь, я попросил у Аллаха то, что притягивает нам дождь. Что притягивает нам дождь. Он просил прощения от грехов. Он вышел и говорил: о Аллах, прости нас. Вот мы пришли, мы перед тобой, прости нас, прости нам наши грехи. И он прочитал аят, суратун Нух, 10 аят: «Вакульту стагфиру раббакум, иннаху кана гаффара». Просите прощения у вашего Господа, покайтесь перед Ним, и Он воистину, Он прощающий. Юрсили сама алейкум мидрара, Он ниспошлет вам с неба обильный дождь. Поэтому он просил прощения, Аллах простил им грехи, и вот эта преграда, вот этот забор, когда они убрали через истигфар, через просьбу о прощении, да, Аллах открыл для них врата небес бараката. Поэтому, на этом мы с вами урок завершим, но продолжение этого урока, еще половина у нас осталась, на следующем уроке. Джазакумуллаху хайран, просите у Аллаха прощения. Всегда, всегда, всегда. Может, Аллах простит нам, иншаллах.